Я Акбара, мать-волчица. Я Таш-Чайнар, волк-отец. Мин Акбуре, Анабуре. Мин Таш-Чайнар, Атабуре. Мин Акбуре, Анабуре. Мин Таш-Чайнар, Атабуре. Скоро наступит расцвет. И в бескрайних просторах Маянкумской степи начнется великая охота за бесконечными стадами сайгаков. Охота начнется. Эти сайгаки придут в движение вместе с вечно преследующими их волками. И одно испуганное стадо повлечет за собой второе, третье, четвертое. Все стада, большие и маленькие, объединятся в этом сплошном бегстве и потекут по бескрайним просторам Маянкума в потоке диких коз. А мы, волки, подгоняя их сзади и с боков, будем направлять в свои засады. Там, среди саксаулов, их будут поджидать наши волки-резчики. Они бросаются из своей засады на загривок бегущей жертве, перегрызают ей горло, пускают кровь и вновь бросаются в погоню за бегущими сайгаками. Таш-Чайнар, смотри, уже начинает светать. Начнется охота. Ты в Маянкумах самый хороший, самый опытный охотник. Да, в этих краях судьба свела нас вместе. Ты, Акбара, единственная моя синеглазая волчица. Я Акбара, мать-волчица. Я Таш-Чайнар, волк-отец. Природа одарила нас самыми необходимыми для степных волков качествами. Мгновенная реакция. Острым чутьем на охоте, невиданной силой. Умом и решительностью. А те волки, что не выдерживали в этой борьбе за выживание и валились от усталости с ног, так и оставались валяться в пыли. Если они и выживали, то уходили в другие места и занимались разбоем в безобидных овечьих хатарах. Правильно. Но в этом своя опасность. Самая большая опасность в мире – это люди. Богиня моя, святая, святая мать-волчица. Никто не помешает нам бесконечно править в Маянкумах, ведь мы ни разу не встречались с человеком лицом к лицу. Акбара, что это? Таш-Чайнар, это же люди. Люди? Люди. Человека-боги. Зачем они пришли сюда? Что им надо в Маянкумах? Таш-Чайнар, смотри на них. Смотри и запоминай. Это они назвали нас Акбарой и Таш-Чайнаром. Они знают нас. Они должны нас знать, потому что мы самые сильные пары в великих Маянкумах. Таш-Чайнар, смотри, человек. Таш-Чайнар, они принесли с собой чужой запах. Я знаю все запахи степи, но ни один из них так не раздражает меня.
Как они только его терпят. О, Боже Всевышний, прошу лишь об одном. Нет выше просьбы у меня. Сделай такое чудо. Пусть тот корабль плывет все тем же курсом, прежним, изо дня в день, из ночи в ночь. Пусть плывет он, корабль тот, при вахте неизменной из океана в океан, и чтобы волны бились о корму. Пусть брызги океана обдают его дождем свистящим, и пусть корабль держит путь во светлый град на дальнем океанском берегу, хотя пристать к нему вовеки не дано. Аминь! Ты все молишься, Ирназар? Чему? Не все ли равно, чему молиться? Вон звезде той яркой молюсь. Ее еще мне мой прадед показал. Путеводная звезда была для нашего рода. А в людей я потерял веру, Бастон. А что ж тогда вернулся? Тебя ведь 3 года не было. Здесь родная земля моя. Жена. Дети растут. Ты вот, Бастон, на работу меня принял. Все одно легче, чем по чужим краям. А сюда, мой кумы, что тебя привело? Ты ведь мог сюда не ехать? Так люди же здесь. Все чебаны пастухи сюда приехали. Значит, и я, пастух Ирназар, должен быть с ними. Вон они. Все здесь. Как шумят. Да, Ирназар, пойдем к ним, к людям. Негоже нам в стороне сидеть. Зачем они пришли сюда? До сих пор в моих кумах не было людей. Здесь правили мы, степные волки. Я совсем не знаю людей Ташкана. Родители мои были степными волками. Великие Моинкумы давно приютили нас. Я совсем не знаю этих двуногих. От них очень много шума. Все сайгаки разбежались. Ташчинар, люди не живут в Моинкумах. Как пришли, так и уйдут. Нам нечего их бояться. Идем отсюда. Идем отсюда. Привет, Таруи.
Зачем нам выдали эти штуки? Мы что, солдаты? Кочкарбаев, ответь мне. Это ты нас сюда привез? Вечно вы, товарищ Уркунчиев, недовольны. Любите вы обсуждать распоряжения начальства. Да ладно, хватит вам. Мы здесь все равны, ни начальства, ни подчиненных. На, лучше выпей, порторг. Вы же знаете, что я не пью. Автоматы, ящики водки. Вот вы здесь собрались. Пастухи, чабаны. Вас оторвали от дела. Но вам-то лучше других известно, что план мясосдачи под угрозой срыва. И отчасти в этом виноваты вы, товарищ Уркунчиев. Ты меня не вини, порторг. Я работал на совести, свой план выполнил. А область? Вы только о себе привыкли думать. Кончается завершающий год пятилетки. А где план? Где мясо? Где выполнение обязательств? Да хватит вам базарить. Завтра здесь будет столько мяса, что на 2 плана хватит. Это решение партии. Задействовать мясные ресурсы военкомов. Предстоящая операция должна занять несколько дней. В нашем распоряжении будут вертолеты, вездеходы, прицепные грузовики, техники хватит. Организуем соцсоревнования между бригадами. Товарищ Кочкарбаев. Товарищ Кочкарбаев. Никогда не стрелял Сайгаков из автомата. Время такое. Не нравится мне все это. Не нравится, уезжайте. Это дело вашей совести. А вот смущать людей своими сомнительными беседами я не позволю. Забирайте своего единомышленника и с катертью вам дорогу. Правильно, без них обойдемся. Только потом на собрании вам придется все объяснить. Пояснить народу. Почему вы игнорируете решение партии? Почему вы приняли на работу пастуха Эрназара? И об этом придется рассказать. А почему я не должен принимать его на работу? Он что, не человек? Мне именно такой и нужен был в бригаде. Значит, вам нужен был человек, бросивший на стол свой партбилет. Человек, очернивший партию. Вам нужен был дервиш, странствующий монах. Послушай, Кочкарбаев, не говори о том, чего не знаешь. Люди ведь кругом, что подумают? Я говорю только правду. Разве не вы бросили 3 года назад свой партбилет и покинули совхоз? Стали на путь религии, занялись богоискательством. Как вами не занялся КГБ? Я ничего плохого не совершил, закон не приступал. Вот с такими, как ты, мне не по пути, поэтому я и оставил партию. Слушайте, пастух Эрназар, пока вы ходили 3 года монахом, у вас, я гляжу, рассудок помутился. Советую подлечиться. А почему я приехал сюда? Ведь здесь люди. Всех сюда собрали. Смотрите, пастух Эрназар, здесь дело серьезное. Скоро начнет светать. Операция начнется в 5 часов утра. Вам уже, видимо, спать не придется. Разбиваемся на бригады. Я отбываю в центр. Связь по рации. Ну и, как говорится, добрый час. С Богом! Не нравится мне все это. Вы куда? В райком. Всегда сторонились нормальных людей. Наш путь вперед к великим победам!
Ибрагим Чотбаевич, вы что-то хотели нам сказать? Что? До свидания, Ибрагим Чотбаевич. Чистюля Качкарбаев. Сам бы остался, да показал, как их стреляли, этих сайгаков. Газетный отшельник, интеллигент паршивый. Бастон хорош. Ему, видите ли, это не нравится. Ребята, самое главное, помнить, что за каждый точный выстрел получаешь полтинник. Пав, полтинник. Пав, полтинник. Пав, пав, рубль. Пав, 2 рубля. Пользуйтесь моментом, ребятки. На сайгаках можно целое состояние нажить. Легко говорить. А кто все это сосчитает? 1,1 сайгаков побьет, а кто-то ни одного. Поэтому работать всем нужно дружно. Прибыль будем делить поровну. Но если увижу, что кто-то стоит в стороне, тот не получит ни копейки. Ребята, на наш участок. Ребята, посмотрите, как звезды ярко горят. В природе нет до нас дела. Она живет по своим законам. Ушли. Gittiler. Ушли люди. Eşek izleri Только запах остался. Зачем же они приходили? Чтобы оставить свой противный запах? Ташинар, смотри. Nindi matı buluttan gire. Hey! Jidigen yıldız. О, богиня моя, Tengri. Vuryana. святая мать волчица, Yaşlanır. Hem ümit bile смотри на kalır. нас с надеждой. О, богиня моя, святая мать волчица, мы так долго ждали этого дня. Сегодня охота. Biz bugün Сегодня мы сможем birinci испытать ve наших bağlarını первенцев, avda наших волчат. Они уже стали взрослыми волками. Пора испытать их в деле. Kızgınır. Biz Что мы не можем давать своим волчатам имена. Я Minalarını отличаю их по запаху. bizlerinden ayıran. И могу Hem позвать yürek к себе şokta, любого. biz yanıma şakralı. А как бы ты назвала их, Акбара? İnzur benim. Самого нашего крупного, с широким, как у тебя лбом, да и вообще он похож на тебя, я бы назвала Zor Большоголовым. kaç divaytarıydım taş çeyne. Он будет таким же сильным, как я. А средний, он тоже крупный, с длиннющими ногами. И ему быть со временем волком-загонщиком, быстроногим. Ciddiz ayaklı bizim biriydi. А другая, Üçüncüsünün kızları. синеглазая, точь-в-точь, как я сама. Sen zengin. Знаешь, как я ее назову? Arasında nesin bizim biriydi taş çeyne. Hanım Она с kukreginde. белым пятном в паху, Ne minik ışık. так же, как у меня. Anısına Я назову ее bir любимицей. gömleğimdi bizim biriydim taş çeyne. Любимицей. До встречи с тобой я думал, что синеглазых волчиц не бывает. Станет она предметом раздора и смертельных схваток среди самцов. Едва придет ее любовная пора. Сегодня мы сможем убедиться, хватит ли их крепости и быстроты, чтобы приобщиться к великому делу волков-охотников.
Среди всего и взрослые щенки готовятся к охоте. У нас с нашими волчатами будет сильная стая в моем кубке. Самая сильная стая Акбара. Что это? Небо. Это звуки с неба. Смотри, железные стрекозы. Акбара, они гонят сайгаков. Я никогда не видел столько сайгаков. Они бегут на нас. Нам нужно бежать отсюда. Они нас потопчут. Нам некуда уходить, они бегут прямо на нас. Я не вижу волчат. Уводи волчат, спасай их. Круче сайгаков, они катятся на нас. Я не вижу волчат. Не вижу волчат. Вот большеголовый. Вот быстроногий. Акбара, быстроногий упал. Спаси большеголового. Спаси. Они убили большеголового. Немедленно прекратите эту бойню. Что вы делаете, люди? Остановитесь, я прошу вас. Я требую, побойтесь Бога. Бывший коммунист о Бога вспомнил. Уйди, сволочь! Назарбай, останови их. Они все пьяные. Они же анаршисты, накурились. Не получишь ни копейки. Плевал я на твои деньги. А ну-ка ты не мешай, а то застрелю. Что вы творите? Природа не простит вам этого. Всевышний всех вас покарает. Не получишь ни копейки. Плевал я на твои деньги. Ты что, рехнулся? Это задание обкома. Стране нужно мясо. Мясо. Мясо, но не такой же ценой. Прекратите, прошу вас. Базарбай, ты же Чебан, останови. Это же убийство. Базарбай, его нужно связать. После разберемся. Ребята, свяжите его. Вот так. И покрепче. Лежи тут и подыхай. Нюхни сайгачьего духу. Зови теперь своего бога. Может, он тебя услышит и спустится к тебе с небес. Базарбай, вертолеты улетели. Ничего. Завтра вертолеты вернутся с базы. Продолжим. Здесь работы еще на неделю хватит. А теперь выпьем за нашу охоту. С этим-то предателем что будем делать? Или пусть лежит? Точно ты его назвал? Предатель. Партбилет бросил. Оружие бросил. Будем судить по самым строгим законам. Ты что лежишь? А ну давай поднимайся. Базарбай требует тебя на ковер. Перевоспитывать будет. Ковра не будет. На собственной заднице, на земле Маюнкумской посидишь. Ковер ему еще. Ты за такое дело убить мало. Охмурить нас выдумал. Чуть ли не монахами решил сделать. Да не на тех нарвался. Корсамат, мы же с тобой земляки. Соседи, наши деды на кладбище рядом лежат. Что ты говоришь такое? Кончай. Я тебя и знать не хочу. А дальше не помню.
Жаль. Да что жалеть. Теперь такие молитвы никому не нужны. Теперь в школах учат, что это отсталость и темнота. Такие, как наш парторг Качкарбаев, что они собрания поносят все старое, говорят, не так свадьбы играете, не так хоромите, не так оплакиваете покойного. Страшные эти люди. Даже наш родной язык. Беда в том, что таких, как Качкарбаев, немало и в других местах. За 3 года я их много встречал. Надоело. Слушай, Эрназар, что же все-таки произошло в Муюнкумах? В Муюнкумах произошла трагедия. Я не об этом. Что произошло с тобой? Почему чабаны, наши совхозные пастухи, оставили тебя одного? Ведь ты мог погибнуть. Не знаю. Не помню я этого. Значит, волки напали на тебя. А синяки? Волки синяков на теле не оставляют. И кроме волчьих следов там были и человечьи. Знаешь, Бастон, я простил их. Пусть терзает их совесть. Бог им судья. Но главное я понял в Муюнкумах, что я страшно и безнадежно одинок. И ты одинок, Бастон. Я понял это в Муюнкумах. И за это я им очень благодарен. На всю жизнь. Трудно тебе, Эрназар. Я вижу. Но и мне нелегко. Ну все, Бастон. Все понятно. Сатары здесь можно пройти. Конечно, если погода будет. Вон с того места, думается мне, виден спуск, а может откроется и Кичебель. Там сейчас должна быть зеленая земля. Я спасу тебя.
кто это. Ташчайнар, мы продолжим свой род. Акбара, сколько их, наших маленьких? Их четверо. Акбара, как бы ты назвала их? Пока не все одинаковые. 4 маленьких пушистых комочка. Первый большеголовый. Второй будет быстроногий. А третья точь-в-точь, как я сама, голубоглазая. Она будет похожа на тебя. Она будет любимицей. Любимицей. А 4-го назовем, когда он подрастет. Акбара, ты все не можешь забыть Муюнкумы. Они продолжат наш род. Акбара, они продолжат наш род. Здесь, в скалах. Наш род продолжится. Здравствуй, Гулюмкан. Здравствуй, Базарбай. Справила годовщину? Справила. Что меня не пригласила? Никого не приглашала. Люди сами пришли. А сейчас куда путь держишь? К Арзыгуль иду, к жене Бастона. Пироги вот сготовила. К ней сейчас что ходи, что не ходи, все равно помрет. И Бастон об этом сам знает. Это его за грехи Бог наказал. За какие такие грехи? Что ты говоришь, Базарбай? От людей ничего не скроешь. Знаем мы, за какие грехи. Пусти меня. Я не хочу с тобой говорить. А вот мне давно хочется с тобой поговорить. Познакомиться. Поближе познакомиться с тобой, Гюльмкан. Ни одному же Бастону пирогами угощаться. Мы тоже хотим угощение попробовать. Не подходите. Не подходи, Базарбай. Пусти меня. Ради Бога, пусти меня. Ладно, твое счастье, что дети при тебе, а не то получил бы тебя уму-разуму. Умоляю тебя, отпусти меня, Базарбай. Знаю я вас. Давно вы с ним снюхались, давно. Еще Эрназар был жив, а ты к нему с угощениями бегала. Повстречаю я тебя еще одну, поучу жизни. Мы с тобой еще встретимся. Вот, уже год прошел, как не стало Эрназара, а люди его забыть не могут.
Вроде и проработал у нас совсем немного, а успели его полюбить. Добрым словом вспоминают. Я был у него вчера. Как? Спускался к нему в расщелину. Не достать его оттуда, видать, там его могила. Вот как. Я все хотел сводить туда Гулюмкан, попрощаться, да не дойдет она. В расщелину не сможет спуститься. Бедная Гулюмкан. Бастон, мне хочется тебе о чем-то сказать. Я тебя слушаю, Загуль. Что ты хотел сказать? Доктора видел? Видел. Он сказал... Постой. Не важно, что он сказал об этом потом. Пойми, Бастон, мы должны серьезно поговорить с тобой. А может, не стоит об этом? Выздоровеешь, тогда поговорим. Всему свое время. Я все в больнице думала, чем же там еще заниматься, если не думать. Думала о том, что прожила с тобой хорошую жизнь, и судьбой своей я довольна. Не надо. Вот только детей у нас не было. Что поделаешь, болезнь у меня такая. Больше всех мне жалко тебя. Неумелый ты. К людям подхода у тебя нет. Ни перед кем не кланяешься. Да и не молод ты уже. После меня не сторонись людей. Что ты говоришь? Я к тому, я хочу тебе сказать, справишь поминки, подумай, что тебе делать дальше. Я не хочу, чтобы ты жил один. Зачем ты все это? Об этом ли говорить? Об этом, Бастон, об этом, о чем же еще? После смерти ведь не скажешь. Часто приходит ко мне Гулимкан. Сам знаешь, достойная женщина. Мой тебе совет, женись на ней. А уж там решай, как тебе поступить. Когда меня не станет, скажи ей об этом нашем разговоре. И у детей Эрназара будет отец. Не оставляй. Не оставляй меня одного. Бастон, где ты? Что? Что случилось? Скорее. Беги скорее. Догони Гулюмкан. Она куда-то убежала. Я не смог ее остановить. Арзыгуль, я сейчас.
О Боже, Всевышний благословенный, прости меня, что досаждаю тебя обращениями неотступными. В мольбе моей своих корыстей нет. Я не прошу и толики благ земных, и не молю о продлении дней своих. Лишь о спасении душ людских. Взывать не перестану. Ты всепрощающий. Прозрение не спошли людскому роду. Люди ищут судьбу, судьба ищет людей. От судьбы не уйдешь. Что уготовано судьбой, того не миновать.
От судьбы не уйдешь. От судьбы не уйдешь. Этот человек все ходит и ходит. Каждый раз он приходит на то самое место, где провалился второй человек. Зачем? Люди всегда ходят друг к другу. Но ведь он мертв. Люди приходят и к мертвым. Ты не бойся этого человека. Он не причинит нам вреда. Акбара, ты отощала, а тебе нужно кормить наших щенят. Я пойду сегодня на охоту. Время сейчас трудное для охоты. Живность отощала. Козы ушли высоко в горы. Тебе будет трудно выследить зверя. Мы пойдем вместе. А как же логово? Как волчата? Мы быстро вернемся. Нажремся мяса и вернемся. Потом я буду питать своих сосунков молоком. И все-таки повезло. 4 волчат, надо же. Хорошо, что я согласился проводить этих геологов. Чего мне стоило проводить их до места? Четвертак я заработал. Еще вот это. Думал, стакан нальют, и да пошел. А они целую бутылку. В прошлом году один чабан продал за базу целый выводок. За каждого волчонка огреб по полсотни. А у меня их ого, целых 4 штуки. Ох, мои красавчики. Но надо убираться отсюда, пока не поздно. Удача, удача, а ноги надо уносить, не то волки появятся. Ведь на что олениха смирно, и та защищает своих детенышей, кидается на врага. А тут волки. О, богиня моя, я мать волчица двора. Кто опустошил мое гнездо? Кто похитил моих детей? О, богиня моя, это мой 3-й выводок. О, богиня моя, спаси их, спаси их, спаси! Наши 4 детенышей у этого человека. Мы должны его догнать. Богиня моя, за что посылаешь эти испытания? Я готова принять любую смерть, любые страдания, только бы догнать этого человека. О, богиня моя, останови этого человека. Мы хотим продолжить свой род. Останови этого человека. О, Боже, спасибо. Спасибо. Спасся таки. Спасибо. Базарбека, а что это в Курджуне? Волчата там у меня. 4 щенка сосунка. Взял их прямо из логова в Башате.
Потому волки и гнались за мной. Я думал, ноги не унесу. Вот это здорово. Прямо из логова. Хорошо еще ноги унес. Эй, а не подохли они у тебя в Курджуне? Волчата же, щенки. Что это, урюк, что ли? Они, брат, живучие, как собаки. Эрназар, прости меня, Эрназар. Не вмоготу мне одной было. Кому, как не тебе, знать их злодеяния? Качкарбаев на работе проходу не дает. Базарбай, как выпьет, так начинает ко мне приставать. Говорит, все Бастону расскажу. А что рассказывать-то, Эрназар? Не могла я одна оставаться. А Бастону каково одному было? Человек он хороший, одиноко ему среди людей, не понимают его. Эрназар, у нас с Бастоном родился сын Кинджиш. Прости уж меня, ради Аллаха, Эрназар. Ну, иди ко мне. Пошли. Пошли спать. Пойдем, пойдем. Ой, большой вырос, Кинджиш. Ну, ложись, ложись, сынок. Засыпай. Засыпай. Базарбай тут без меня побывал. Хорошее это дело. А что мне еще оставалось делать? Ворвались в дом всей гурьбой. Волчат мы показать хотим. А Кинджиш тут как тут. Ему-то забавно. Да я не об этом. Я и подала им чай. Да бог с ним, как пришел, так и ушел. Только сдается мне, нехорошее это дело. А что ж тут плохого? Ты ведь сам стрелял волков. Вон шкура висит. Да. Случалось и мне подстрелить волка, раз уж так устроен на свете. Есть волк и есть человек, но логово волчьего я никогда не разорял. А Базарбай, подлая его душа, волчат уворовал, а волки живут здесь, деваться им некуда, и теперь они в страшной злобе. Вот беда-то. И что принесло непутевого в наши края? Я вот что думаю. Не те ли это пришлые волки, Тахчайнар и Акбара? Есть такая пара. Оставь ты свои шутки. Неужели у волков есть свои имена, как у людей? Не до шуток мне. Мы этих волков знаем. На здешних они не похожи. Лютая, сильная пара. В капкан не попадают, подстрелить их не удается. И надо, чтобы этот прохиндей, алкаш Базарбай, на их логово наткнулся. Волк, самец, Тахчайнар такой сильный, что может лошадь свалить. А волчица Акбара, умная зверюга, ох, какая умная. И оттого особенно опасная. Да перестань, не шути. Что я, ребенок? Ты про них рассказываешь так, будто с ними с детства живешь. Ладно, успокойся. Давай,
Стели постель. Поздно уж очень. Утром надо пораньше подняться. Марат с Рыскулом вернулись. Ездили Базарбая провожать. А, дурни. Ладно. О, богиня моя, святая мать-волчица, взгляни на меня. Это я, Акбара, здесь, в холодных горах, несчастная и одинокая. Это она, Акбара. Какая Акбара? Волчица. О, богиня моя, И наш Чайнар здесь. святая мать-волчица, Слышишь, как ревет? О, богиня моя, ты слышишь, как я вою и рыдаю. И вся утроба моя горит от боли, а сосцы мои разбухли от молока, и некого мне споить, некого вскормить. Лишилась я моих волчат. Что это она? О чем воет? Как что? Горюет зверь. Вот беда. Ты не бойся, не маленькая. Ну, воет волчица где-то поблизости, плачет по волчатам. Я пойду гляну, что в кошаре делается. А ты присмотри, чтобы ребенок не проснулся. Ну, слава Богу. А то так напугали меня. Сон перебили, чтобы им всем неладно было. Ну и скотина этот Базарбай, ну и скотина. Не уходи, Бастон. Не уходи. Пусть их воют. Не уйдут они, потому что это рок над нами. Эта судьба нам такая выпала. За что? За какие грехи? Уж если волки нас преследовать начали, я знаю, это давно началось, еще в Маюнкунах. Там моего Эрназара волки задрали. Не волки. Не волки его там задрали, а люди. Люди похуже волков. Люди его там терзали. Терзали, да подвесили его подыхать. Что это за жизнь? Всю душу вымотали, и чего только им надо. Детенышей своих. Да нет же их здесь, их давным-давно увезли. Откуда им об этом знать? Они звери, они знают одно. Их сюда привел след. И здесь для них все, конец, свет клином сошелся. Как и не было правды на земле, так и нет. Вот живешь здесь в горах зимой и летом. Ни асфальта, ни водопровода,
Ни света электрического. Как можешь, так и живи. Ходи целый год за баранами по вонючему навозу. А там в городе пробежится шустрик в белых тапочках по стадиону, или же гол забьет. И самому приятно, и люди на стадионе ликуют. У него авторитет, о нем в газетах пишут. А тут с утра до ночи работаешь до 7-го пота, надрываешься, и то едва концы с концами сводишь. Если и выпьешь от тоски такой, так ведь жена заест. Света белого не увидишь. И при этом нужно работать. Увеличивать поголовье надо. Давать шерсть. Но все равно, как бездонный колодец. А ну их всех к черту. И людей, и овец, и жизнь эта проклятая. Тебе вот только куда-нибудь из дома смотаться. И ты, и дружки твои, все в одним мир мазанные. Ладно, не вякай. Здесь дело не в проворот. У овец приплод большой, детей полон дом. Интернатские совсем от рук отбились. Курят, да и пить, наверное, уж начали. Кто там за ними в интернате смотрит? Директор алкоголик, да и дома нормального человека не встретишь. Тебе бы только на сторону уйти, только бы напиться. Ладно, еще конь тебя домой привозит, а не то давно где-нибудь бы загнулся. Видать, тебе сам черт помогает. Опять завелась, зараза. Тебе бы только шум поднять. Правильно говорят, женщина днем как змея, а ночью кошкой ластится. Вот ведь потаскуха. Стерва, скажи только еще одно слово, придушу. Сколько тебя учил? Всю жизнь в синяках ходишь, а язык за зубами держать не научилась. Алкоголик проклятый. Хорошо, что я тебя застал. Что надо? Зачем пожаловал? Ты же ко мне заходишь, вот и я решил зайти. Был-то всего 2 раза. Я думал больше. А что толку? Первый раз пришел к тебе на поминки Эрназара, выпить хотелось, не скрою. Думал, ни за что больше к тебе не пойду, да вот волки вчера загнали. Я об этом пришел поговорить. А мне о чем с тобой говорить? Базарбай, отдай мне волчат. Надо их вернуть на место. На какое место? Подложить в логово. Вот оно что. А я-то думал, с чего бы это наш передовик пожаловал с утра. Вот оно что. Дела свои бросил и прискакал. Ты, наверное, забываешь, Бастон, что я у тебя не в пастухах хожу. Я такой же чабан, как и ты. И ты мне не указ. Базарбай, отдай мне волчат. Волки не забудут о том, что вчера произошло. Ты их знаешь. А мне-то что? Пусть их не забудут. А тебе-то какое дело? А такое, что вчера мы глаз не сомкнули всю ночь. Волки воем выли. Эти звери не успокоятся, пока им не вернут детенышей. Не морочь мне голову. Тоже нашел дурака. Не для того я брал вывода, чтобы возвращать его чуть ли не с поклонами. И мне плевать, спалось тебе там с твоей бабой или не спалось. Подумай. Нечего мне думать. В том случае
Давай. Сторгуемся по-честному. Ты продаешь, я покупаю. Тебе все равно продавать этих волчат. Не продам. Думаешь, у тебя деньги? А у меня их нет. И я плевал на то, что у тебя деньги. Я их пропью, этих волчат, но тебе не продам. Слышал? Мне плевать на тебя. И убирайся отсюда поскорее, по добру, по здорову. Убирайся. Разница, кому продавать волчат? Не тебе меня учить. И без тебя, ученый. А если хочешь, я тебе такое устрою на твоем партийном собрании, где ты все выставляешься. Назарбай, скажи мне, за что ты меня так не любишь? За что? За то, что ты есть такой. Один ты умный. Когда требовались отстрельщики Сайгаков в Маюнкумах, ты отговаривал Чебанов ехать туда. Пытался сорвать план мясосдачи по области. Слушай, продай мне волчат, и я уйду. Нет уж. Слушай до конца. Я не люблю тебя за то, что шуба на тебе добрая. И глаза у тебя ясные, и сам ты весь здоровый. И что тебе досталось, в конце концов, это Гулюмкан, и ты лежал сегодня с ней в постели. Замолчи, подонок. Да-да, слушай. За все. Ты один хороший, ты один умный. Начальство требует уничтожать повсюду хищников. А ты решил их размножать, так выходит? Да хоть скажи мне, где их логово. Не скажу. Не хочу я для тебя ничего делать. Я тебе сейчас другое скажу. Если ты приперся сюда на меня давить, я всегда знал, что ты жмот. Только под себя гребешь. Потому и по собраниям таскаешься. Без тебя, без пастуха там не обойдутся. Только никто не знает, что ты от зависти подыхаешь, как собака, когда кому что-то светит. Не ты взял добычу, не ты добыл волчат. Вот потому и ночи не спишь. Кончай разговор. Шакал ты паршивый, Назарбай. Все. Теперь, если отдашь, волчат не возьму. Иди, делай свое дело. Бастон! Бастон, послушай меня. Ты чего человека обидел? Из-за чего у вас спор? Не твое дело. И не ори. Чего тебе понадобилось его звать? Кто он тебе? Ведь раз в 100 лет он приехал к тебе, а ты... И кто только тебя такого родил на свет? Не человек ты, а изверг. Затопчу. Не на такого напал. Привык, чтобы все голову перед ним гнули. Жаль, что не прежние годы. Он же не разоблаченный тайный кулак. Его бы в прежние времена поставили бы к стенке, и все тут. Жаль, что те времена минули. Он думал, я ему волчат отдам. Выкуси. Так ты это из волчат? Прямо конец света. Срам-то какой. Мы потеряли своих щенят, остались без логова. Мы потеряли свое потомство. Люди, куда нам идти? Этот человек из Маюнкумов.
спрятал наших щенят в своем доме. Мы не сможем унести их. Люди, человека-боги, разве мы трогали ваших животных? Разве мы пугали ваших детенышей? За что? За что вы наказывали нас? Вы живете сами, но не даете выживать другим. Акбара, мы нарушим волчий закон. Мы будем нападать на людей. У нас нет другого выхода. Нас заставили. И пусть не ждут от нас пощады. Волки! Там волки! На меня напали волки! Успокойся. Они чуть не сожрали меня. Успокойся, Марат. Где волки? Где ты видел волков? Ну что произошло? Говори. Ну? Я вез сено. Пришлось задержаться. А тут еще, как назло, руль заклинило. Ну, я и полез вниз. Полез поглядеть, в чем там дело. Пока возился, совсем стемнело. И вдруг двое волков. Прямо на меня. Так близко, что я видел их глаза. Лютая волчица. И синеглазая. Хорошо еще, что я не растерялся. Запустил в них ключом и кинулся в кабину. На счастье, мотор завелся. Волки отпрянули, но уйти не ушли. До самого дома гнались за мной. Норовили. Это они. Точно они, Акбара и Таш-Чайнар. Смотрите сейчас без ружей никуда. Даже во двор не выходить. Вчера они напали на подростка-пастуха, задрали его собаку. Мальчик чудом уцелел. Знаешь ли, Бастон, я как-то не хотел тебе говорить, но ты бы все равно узнал. Эта проклятая пара устроила сегодня настоящую бойню у нас на выпасе. Никто ничего не видел. Они растерзали 1,5 десятка овец, убили зверски, перерезали горло. Это они мстить начали. За своих щенков. Раньше они даже овец не трогали. Смерти ищут волки. Смерти ищут. Видать, опостылила им эта жизнь. Бастон, мы пойдем проверим загоны. Добро, только внимательнее. Там. Хорошо, пойдем. Смерти ищут волки. Смерти. О, богиня моя, святая, мать-волчица, возьми меня, мать, Акбару, к себе. На земле не осталось места для волков. Акбара, что тебе надо от меня? Ничем я тебе не смог помочь. Я старался, но не получилось. Акбара, поверь мне, не вышло. Очень прошу тебя, не вой. Нет здесь твоих волчат. Пропиты они, распроданы. Не карай нас. Уходи, Акбара. Забудь, наконец, забудь. Люди,
Люди загнали нас в эти каменные горы. Но и здесь они не оставили нас в покое. Богиня моя, возьми меня к себе. Нам на земле нет места. Понимаю. Тяжко тебе, Акбара. Понимаю. Но не приведи Бог, чтобы ты попалась мне на глаза. Пристрелю тебя. Несчастную. Да. Тебя я могу убить. Но что мне делать с теми, кто глумится над бедой моей? Так хоть ты исчезни, чтобы не слышать твой вой. О, богиня, услышь мой плач. Акбара, есть у нас с тобой общий враг. У тебя он похитил детенышей, а меня эта тварь поганит языком своим. Когда я думаю об этом, когда вспоминаю жену мою покойную, Арзыгуль, и Эрназара, то жить не хочется. Совсем не хочется. Эрназар, я принес тебе огонь. Возьми мой огонь. Возьми. Эрназар, что мне делать? Как мне теперь жить? Арзыгуль. Арзыгуль. Все меня покинули. Я совсем одинок. Как мне жить? Всевышний, разве ты не слышишь моих заклинаний? Где вы? Где вы, щенята мои? Где вы? Где вы, 4 комочка молочника? Когда бы вы выросли? Когда бы окрепли ваши клыки? Когда бы пошли вы рядом со мной, как прочны были бы мои бока, как не знали бы усталости мои ноги. О, богиня моя, как мне тяжко. Разве я не загоняла себя в бешеном беге, желая свалиться, умереть от усталости и сдохнуть? Разве я не пыталась утешить боль, нападая с Таш-Чайнаром на всех, кто попадался нам на пути? Как мне убить в себе надежду, чтобы не обманываться сновидениями? Как мне выскочить из своей шкуры? Где смерть моя? Как мне тебя найти? Акбара, и я не стал бы жить, если бы не родился у нас малыш.
Плевал бы на все. У нас родился сын. Кинджиш. Вот он здесь рядом с нами, свернулся комочком, спит. Мать принесла его ближе ко мне. Но ясное дело, женщина боится волчьего боя, а малыш спит, потому что он чист, потому что он дитя невинное, потому что дан он мне за муки мои, за то, что мне пережить пришлось. Я не просил своей судьбы. Она сама пришла. От судьбы не уйдешь. Акбара, как же мне не понять твоего горя? Понимаю. Еще как понимаю я тебя. Понимаю. Товарищ, мы только что с большим вниманием выслушали выступление товарища Уркунчиева. До каких пор, товарищ Уркунчиев, вы будете смущать людей своими сомнительными предложениями? Вы все время добиваетесь для себя каких-то исключительных условий. Нет, не только для себя. Такие условия нужны всем. Оплата должна зависеть от результатов труда. А главное, чтобы у Чебана земля была своя, чтобы Чебан за нее болел, чтобы помощники их семьи болели за эту землю, иначе ничего не выйдет. Что у вас за манера такая, ставить свои условия? Сделайте то, да сделайте это. Хватит уже того, что вы, товарищ Уркунчиев, в погоне за персональным выпасом для своей отары погубили человека на перевале Ала-Мангю. Или вам этого мало? Продолжай, продолжай. Что продолжай, продолжай? Разве я неправду говорю? Да, неправду. Как же неправду? Когда труп Арназара до сих пор лежит во льдах на перевале. И, может быть, еще 1000 лет там пролежит. Что молчите, товарищ Уркунчиев? Разве не вы пошли открывать для себя новое персональное пастбище? Да, шел для себя. Но не только для себя, для всех. В том числе и для тебя, Качкарбаев. Потому что я тебя кормлю и пою, а не ты меня. И сейчас ты плюешь в колодец, из которого пьешь. Что это значит? Я всем обязан только партии. А партия, думаешь, откуда берет? Чем тебя кормит? С неба, что ли? Вообще наказывать надо не того, кто что-то новое сделал, а того, кто мог сделать и не сделал. А у нас все наоборот. Что это значит? Товарищи, успокойтесь, успокойтесь. Мне кажется, товарищ Уркунчиев, в принципе, только не надо было заходить так далеко. Да вы его не знаете, товарищ Чатбаев. Претензии Уркунчиева вообще не имеют границ. Вы же знаете эту историю с волками. Как же это понять? Может быть, ко всему прочему, товарищ Уркунчиев, вы хотите завести еще и своих личных волков? Сначала своя земля, свои овцы, а потом и свои волки. Так, что ли? Не о волках надо бы здесь говорить. Но раз уж зашел разговор, скажу и я свое слово. Да, Базарбай стащил волчат из норы. Его чуть не в герои за это записали. А этот герой не подумал, что прежде нужно было выследить самих волков-родителей, да пристрелить их. Иных дурных людей называют, я об этом в газетах читал, провокаторами.
Вот Базарбай есть волчий провокатор. Он волков подбил лютовать, а сам поступил как трусливый провокатор. И тебе, Парторг, я скажу прямо в лицо. Не пойму, что ты за человек. Сколько лет ты уже в нашем совхозе, а до сих пор только и знаешь, что газеты почитывать, да стращать таких, как я, пастухов, мол, против советской власти, против революции. А сам в хозяйстве ведь ничего не смыслишь и ничего не знаешь. Иначе не стал бы обвинять человека в том, что он волков размножать хочет. Товарищ Уркунчиев, в самом деле хватит о волках? Да, хватит. Другое твое обвинение, товарищ Качкарбаев, я тоже без ответа оставить не могу. Да, Эрназар погиб на перевале. Но почему мы с ним пошли на перевал? Не от хорошей жизни. Страшная нужда в выпасах погнала нас туда. Кругом ведь пыль да сушь, каждая травинка на счету. Ты об этом не думаешь, товарищ Качкарбаев? Нет, не думаешь? Ты все кричишься, что думаешь о партии. Партия. А вот нужны ли партии такие люди, которые сами ничего не делают и только вяжут руки другим? Вы, однако, сорвались. Это клевета. И вы, Уркунчиев, строго ответите за свои слова в партийном порядке. Я и сам хочу ответить за все на партийном собрании. И если я действительно не то делаю и не так думаю, тогда гоните меня. Значит, не место мне в партии. И нечего меня щадить. Завтра на летний выпуск. Жду не дождусь этого времени. Что-то волков не стало слышно в последнее время. Я говорю, волки успокоились. Может, ушли из наших краев. Ну и хорошо. Что ты все молчишь? Не ушли они никуда. А ты откуда знаешь? Я застрелил Ташчайнара. Вот оно что. Как? Когда? Почему до сих пор не говорил мне об этом? Я отобрал из отары штук 20 маток с ягнятами и погнал это стадо в горы. Расположил овец в лощине, а сам залег среди камней. Они появились ближе к вечеру. Первый я увидел ее, Акбару, эту бедную волчицу. Я вскинул ружье, но тут же сзади услышал шорох. Это был он, Ташчайнар. Мой выстрел настиг его уже в прыжке. Ташчайнару я попал прямо в голову. У него была громадная голова. Лошади впору. Какие у него были лапы. И у мертвого в них чувствовалась такая сила. А где же шкура? Да бог с ней. Со шкурой я решил не обдирать Ташчайнара. Закопал. Пусть будет с могилой. Дай Бог, чтобы все обошлось.
Не приведи, Господь, беды какой. Акбарата на воле. Успокойся, Гулимкан. Завтра уезжаем в горы. До самой осени будем там. Пусть она здесь ходит одна. Богиня моя, святая мать-волчица, это я, Акбара. Человек застрелил Ташчайнара. Я осталась совсем одна. Богиня моя, можешь ли ты сотворить чудо? Скажи мне, где мои волчата? Вызвали их из плена, и помчимся мы прочь отсюда, в другие края, и заживем там жизнью вольной и суровой, как и полагается волкам. А если невозможно такое чудо? Возьми меня туда, где нет людей, к себе, на Луну. Возьми меня к себе. Возьми. Возьми. Иди ко мне, сынок. Хочешь в горы? Хочу. Ну, обними меня за шею. Вот, спасибо, друзья. Сыграем праздник. Завтра отправляемся в горы на летние пастбища. Ты чего тут? Ты что так смотришь? Делать тебе нечего. Опять насчет волчат, что ли? А насчет жалобы, это дело не я заводил. Меня попросили. Качкарбаев попросил, я и написал. Плевать мне, что ты там написал. Не до этого мне. Я скажу тебе, что ты недостоин жить на этом свете. Ты что, Бастон, что ты говоришь? Я могу извиниться, если ты хочешь. Ты недостоин жить, и я сам порешу тебя.
Сам. Понял меня? Базарбай! Я всегда знала, что ты кончишь, как собака, потому что ты и был собака. Убей меня, убийца. Убей меня, как собаку. Я и так света белого сроду не видел. Зачем мне такая жизнь? Я предупреждала его, чтобы он не трогал волчат. Я говорила ему, я всегда говорила. Чтоб никто не с места. Я сам отправлюсь сейчас туда, куда следует. Сам на себя заявлю. Вот и конец света. Я был и небом, и землей, и горами, и волчицей Акбарой, великой матерью всего сущего, и Эрназаром, оставшимся навечно на льдах на перевале Аламонгю, и последним сыном моим Кенджешем, которого я застрелил вот этими руками, и Базарбаем, отвергнутым и убитым в себе, и все, что я видел, все, что я пережил на своем веку, все это было моей вселенной. А теперь все это будет пребывать, как пребывало вечно, но без меня. А мой мир, неповторимый, невозобновимый, утрачен и больше не возродится. Это моя катастрофа. Это мой конец света.